Лавров поговорил с Трампом. Мексика стягивает войска к границе, а в Брюсселе теракт, стрельба в центре города. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире «Нехта» самое важное и интересные новости. Украину накрыла волна атак на военкоматы, взрывы, диверсанты, массовое минирование. Дата начала мирных переговоров названа, но раскрылся неожиданный участник. Гарантии безопасности России и Беларуси ратифицирует Госдума РФ. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. В Брюсселе на станции метро Клемансо произошла стрельба, двое мужчин открыли огонь из автоматов Калашникова. Инцидент случился около 6 утра и, согласно предварительному расследованию, обошлось без пострадавших. Стрельба, вероятно, связана с наркотрафиком, так как район известен как место торговли наркотиками. Подозреваемые, вероятно, скрылись в метро. Полиция организовала широкомасштабные поиски, прочесывая туннели между станциями. В связи с этим движение на линиях было приостановлено, а также был нарушен маршрут нескольких трамваев. Местные власти усилили безопасность, вызвав федеральную и железнодорожную полицию и спецподразделения. Россия перешла к открытому террору против мобилизации в Украине. Только за последние дни в стране произошли несколько нападений на военкоматы или ТЦК. В Каменце-Подольском в Хмельницкой области прогремел новый взрыв возле здания территориального центра комплектования, собственно ТЦК. По предварительной информации, погиб человек, который передавал вещи одному из военнослужащих. Еще 4 ранены. Этот инцидент стал уже далеко не первым за последние несколько дней. Напомним, что 1 февраля в Ровно произошел мощный взрыв внутри областного ТЦК. Тогда российские спецслужбы использовали завербованного украинца как смертника, активировав бомбу дистанционно. В результате погиб сам диверсант, 8 человек получили ранения. 2 февраля в Павлограде Днепропетровской области снова теракт у военкомата. Взрывное устройство ранило 24-летнего военнослужащего, но на этот раз СБУ удалось оперативно задержать исполнителей, 3 завербованных россиянами диверсантов. Атаки происходят на фоне массовых фейковых минирований военкоматов и общественных объектов в Полтаве. 5 февраля поступили десятки сообщений о заминировании ТЦК, учебных заведений, больниц и торговых центров. В полиции уже заявляют, что следы отправителей сообщений ведут к российским серверам. В правоохранительных органах называют это скоординированной кампанией против мобилизации, которую, к слову, вместе с военным положением продлил президент Украины, подписав соответствующий закон. В Турции прогнозируют начало мирных переговоров по Украине к июню этого года. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара ожидает конкретизации мирных инициатив по Украине в ближайшее время. Когда лидеры договорятся, они должны быть способны донести определенную идею до мирового общественного мнения. Обычно такие проблемы решаются именно таким образом. Но даже этот этап еще не начался. Только был официально назначен представитель, ответственный за Украину. Нам еще предстоит пройти долгий путь. Я думаю, что к лету все так или иначе станет ясно. Скорее всего, к июню. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о проведении очень конструктивных переговоров по Украине. Это была цитата. Президент Зеленский тоже выразил готовность к переговорам с Владимиром Путиным, если это будет способствовать завершению войны. Ну а мы спросили украинского политолога, человека, который внимательно следит за подобными процессами, есть ли предпосылки к мирным переговорам в ближайшее время и при чем же тут Турция? Это скорее такая околопереговорная дипломатическая игра. Очень похоже, судя по некоторым утечкам в западных СМИ в частности, сейчас идут переговоры, согласования между американской и российской стороной по поводу места проведения встречи Трампа и Путина. Нужно найти нейтральную площадку. Естественно, страна, которая будет принимать 2 президентов, она может претендовать в перспективе и на площадку для переговоров уже о прекращении войны в Украине. И Турция, вне всякого сомнения, претендует на роль вот такой переговорной площадки. Вот это заявление МИДа Турции, это скорее намек. Мы готовы участвовать в переговорном процессе, мы готовы стать частью переговорного процесса. Можем предоставить площадку для переговоров, а можем и помогать в роли посредников в переговорном процессе.
Путин передал на ратификацию в Госдуму договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. Что это означает? Теперь нападение на одну страну будет рассматриваться как акт агрессии против союзного государства в целом. Российское ядерное оружие может быть использовано в ответ на применение против России или Беларуси обычного оружия, создающего угрозу суверенитету. На территории Беларуси могут создаваться военные объекты и размещаться российские воинские формирования. Лавров пообщался с Трампом, виртуально, конечно, но даже ответил тому на фразу о НАТО, которую якобы сказал президент США. Россия, говорит главный ее дипломат, приветствует слова Трампа о том, что втягивание Украины в НАТО было одной из главных ошибок. Впервые, обращаю ваше внимание, западный лидер, не просто западный, но лидер Соединенных Штатов, лидер, стало быть, всего западного мира, произнес эти слова, которые мы, в общем-то, приветствовали, потому что впервые проблема НАТО обозначена как нечто, что готовы обсуждать всерьез. Мексика стягивает войска к границе с США, но пока войны не будет. Мексика пошла на уступки Дональду Трампу и начала переброску 10 тысяч военных к границе с Соединенными Штатами. Президент Трамп поставил ультиматум: либо Мексика помогает бороться с мигрантами и наркотиками, либо получает 25% пошлины на экспорт в США. Теперь, чтобы отсрочить введение налога хотя бы на месяц, мексиканские военные будут усиленно охранять границу. Ранее многие политики и общественность были против таких жестких мер, считая их уступками Трампу и нарушением прав мигрантов. В ответ на требования США мексиканские власти направили дополнительные силы Национальной гвардии в прибрежные районы, включая штаты Нижняя Калифорния, Сонору и Тамаулипас, где фиксируются высокие уровни незаконной миграции и контрабанды наркотиков и оружия. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум подчеркнула, что это решение направлено на усиление безопасности на северной границе страны. США также обязались работать над прекращением потока крупнокалиберного оружия из США в Мексику, что является одной из причин насилия в стране. Президент Колумбии призвал легализовать кокаин. Он искренне полагает, что запрет держится только потому, что его делают в Латинской Америке. При этом колумбийский лидер уверен, раз порошок все еще производят и употребляют, то проще узаконить этот бизнес, чтобы он начал приносить налоги на благие дела. Итак, кокаин незаконен. Просто потому, что его делают в Латинской Америке? Не потому, что это хуже виски. Вот что говорят ученые. Кокаин не хуже виски. И то, что действительно ударило по Соединенным Штатам, фентанил, убивает их. Петру, конечно, понять можно. Кокаин стал главным экспортным товаром Колумбии, обогнав даже нефть. Из страны его вывозят в невероятных масштабах. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. В Казахстане полиция задержала 24-летнюю Эльзу Салтаеву, чеченку, сбежавшую от домашнего насилия. Ее паспорт отобрали, а теперь готовят встречу с родственниками, которых она боится больше всего, потому что уверена, если ее передадут семье, это будет означать смерть. Я совершеннолетняя, и 3 февраля я по собственному желанию сбежала из дома из-за недопонимания и домашнего насилия. Мы сейчас находимся в Казахстане. Нас задержала полиция в поселке Досор и отобрала документы и не отдают. Правозащитница Светлана Анохина говорит, что Эльза сама обратилась в кризисный центр. По словам девушки, ее с детства избивали и насильно выдали замуж. Эльза несколько раз пыталась уйти от мужа, но он ее возвращал обратно, цитирует телеканал «Осторожно, новости». Силовики не скрывают, что работают в интересах семьи, а не закона. Эльза уже написала объяснительную, где прямо указала, она ушла добровольно. Но вместо защиты ее держат в отделении и даже оправдывают насильников, мол, она не могла уйти, ведь у нее дети. Хоть сама Эльза говорит, что с ними остался отец. Хочу спросить тут ваше мнение. Получается, казахстанская полиция заодно с российской? Или как можно такую ситуацию объяснить? Пишите в комментариях.
1000 сотрудников USAID отправили в отпуск. Марко Рубио, госсекретарь, назначил временного управляющего этой организацией, который должен ее демонтировать. Я напомню, Илон Маск заявил о намерении закрыть агентство, назвав его криминальной организацией. USAID, агентство США по международному развитию, которое занимается предоставлением гуманитарной помощи, поддержкой экономического роста и других демократических процессов в развивающихся странах. В 2024 году USAID распорядилась бюджетом в размере $32 миллиарда, из которых основная часть была направлена на гуманитарную помощь, здравоохранение, административные расходы, сельское хозяйство, образование и инфраструктурные проекты. Оставшаяся сумма была распределена на другие программы, включая поддержку демократии и экономического роста. Кроме того, в 2024 Украина получила от USAID почти $5,5 миллиардов, что составляет значительную часть общей помощи агентства. Ну а мы поговорили с экспертом и политологом Владимиром Фисенко, как украинская борьба с коррупцией будет жить без грантов. Ведь не секрет, что большая часть антикоррупционных организаций финансировалась именно из подобных программ. Но помогали не только американцы, помогали европейцы. И как раз вот и контроль за антикоррупционной политикой в Украине и содействие государственной антикоррупционной политике в Украине будет, на мой взгляд, в перспективе, особенно при президентстве Трампа, больше осуществляться по линии Европейского Союза. Как раз вот когда был активный этап выполнения Украины кандидатского стажа, когда вот предоставляли Украине статус кандидата в члены ЕС, были требования со стороны Евросоюза. Там ряд требований касался как раз антикоррупционной политики. И сейчас в переговорном процессе, вот, который уже начинается, переговоры по 35 направлениям, практически по всем сферам государственной политики и общественной жизни, там тоже будут критерии, которые напрямую будут касаться продолжения и усиления антикоррупционной политики. Так что, на мой взгляд, какой-то катастрофы с антикоррупционной политикой в Украине не произойдет. Što je zakon samo na papiru. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.